Здравствуйте, меня зовут Николаева Нюргуяна Карловна, я методист научно-просветительного отдела зоопарка Орто-Дойду. Колымана к нам приехала в 2012 году. В то время медвежий патруль при ежегодном объезде территории обитания белых медведей, при совершении очередного объезда они обнаружили одинокого ослабленного медвежонка. После того, как поиски мамы не увенчались успехом, было получено разрешение на изъятие из дикой природы, и таким образом в мае 2012 года Колымана приехала в наш зоопарк. Она была очень маленькой тогда. Наши ветеринары, зоологи ухаживали, прямо вот как за маленьким ребенком, вели круглосуточное дежурство. Вот как малышей грудничков выкармливают, так же и выкармливали Колыману. Давали по часам молочко, другой корм постепенно вводили. И вот теперь красавица Колымана выросла, в 3-й раз уже стала мамой и радует посетителей нашего зоопарка. Вот Колымана приехала весной 2012 года, а уже в декабре того же года к нам приехал Ломоносов, и они создали с Колыманой прекрасную семейную пару. В этом году уже вот 3-е потомство и двойняшки. А так, в 2016 году у них родилась малышка Харчана, которая сейчас проживает в Ленинградском зоопарке. А в 2019 году у них родился сыночек Алмаз, который теперь живет в Хабаровском зоосаде. Пользуясь случаем, я бы очень хотела напомнить посетителям нашего зоопарка правила поведения на территории зоопарка. Потому что вот несмотря на многочисленное количество табличек животных не кормить, люди, наверное, из добрых побуждений это хотят. А то, что вот эта каждая брошенная конфетка может принести вред малышу, они не всегда догадываются. Поэтому ничего не надо кидать в вольеры к животным. Беременность белой медведицы определить вот визуально невозможно. Тут уже включается только наблюдение. Начинают наши зоологи наблюдают какие-то, если изменения есть, то есть она, если начала чаще заходить в берлогу, искать укрытие, может быть, даже вот как у беременных женщин, какие-то вот изменения потребности в корма. Сегодня хочу это, завтра хочу то. Тоже такое может быть. И вот наблюдая вот эти вот все, зоологи делают выводы, и тогда только вот можно определить, что она беременна. Но это уже всегда тогда, когда она зашла в берлогу и не выходит. Потому что белые медведи в спячку не впадают, а в берлогу залегает только медведица на время родов. И вот при всех вот своих больших размерах медвежата рождаются, ну, буквально 500 грамм весом всего лишь. То есть они вот буквально с ладошку. Вот у нас в зоопарке там в родильной камере стоит установлена видеокамера, и только вот так вот, чтобы не тревожить лишний раз животные, там никого не допускаются, только зоологи, и вот они на камере увидели, что радостное событие произошло. Когда Колымана вывела в первый раз вылеченный вольер медвежат, мы уже подготовили для них так достаточное количество снега, и она сразу начала копать, ну, как, скажем так, берлогу. Они там отдыхают днем, медвежата, потому что они же маленькие, все равно устают. Посетителей у нас очень много. Как любые малыши, они через какое-то время после всех этих активных игр, они отдыхают, им надо поспать обязательно. Вот они могут заползти туда и поспать какое-то время.